Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. Тема будет такой. Каковы его истинные чувства к вам? Что это? Любовь, страсть, дружба, привычка. Вот прям детально разберем, что у него за чувства в сегодняшнем дне и какими его чувства будут в ближайшем будущем. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину, назовите его по имени, обратитесь к нему, попросите его поделиться с вами тем, что у него на сердце, тем, что у него в голове, тем, что он держит по отношению к вам в душе. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу вашей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Странно, этот мужчина на выборе стоит, мои хорошие. У него выбор. У него выбор. Он выбирает между двумя женщинами. Либо он так оказался волей судьбы между двух женщин. Это может быть как и соперница, так и, например, может быть и мама. А у кого-то в девочке прям отыграется, что вы и, например, его работа, либо его дело. Но даже если вот визуально посмотреть, это вы. Видите, вы такая вот прям фигурка четкая идет. Четкая и выпуклая. А соперница, да, либо работа, ну прям совсем никудышняя. Что-то непонятное, такое тонкое, бесформенное. Так, ну давайте разбираться. Я немножечко вам расскажу про мужчину. Это как будет преддиагностика, вы поймете, это ваша отсыпка или нет. Мужчина очень неплохой. Мужчина, в принципе, более стабильный, чем нестабильный. Мужчина с высоким потенциалом. У мужчины очень много идей, очень много мыслей. Он достаточно активный человек по жизни. Да, есть у него лень, но в пределах разумного. По жизни он старается бежать, не идти, там, не ползти, а именно бежать. Вот если у него что-то с первого раза не получается, он очень быстро тухнет, да, он теряет интерес, он тяжело переносит неудачи. Неудачи, как отказы, ну, всякие такие нехорошие штуки, да, когда не получилось. Вот нет в нем такого, что, не получилось, значит, окей, сейчас подумаю, что сделал не так, посижу, поработаю, попробую еще раз, да, с другой стороны зайду. Нет, он никогда, знаете, как вот не входит в одну и ту же воду дважды. Вот это его мысли. Его мысли. Разочарование, отказ, неудача – это то, что его очень травмирует. Он даже может впасть в какой-то психоз, либо депрессию, если у него не получается то, о чем он думает, о чем он горит, да, к чему он горит. А он страстный, он очень страстный в этом деле. Стремится, конечно, к большому успеху. Были моменты в его жизни, когда он просто вот либо хватал этот успех, либо был в 5 минутах от этого успеха. Вот как он у вас адреналинозависимый, вот правильно сказать, адреналинозависимый. Он любит эти острые, горячие ощущения, но так, чтобы с положительным финалом, да, чтобы он выиграл, чтобы он получил. Когда не получается, это прям его бьет, косит, и он как болеть прям начинает, девочки. Кстати, то же самое он транслирует и в ваших отношениях. Мы, наверное, не раз замечали, когда у вас все хорошо, он аж светится, готов вот прям весь мир к вашим ногам положить. Если что-то где-то не так идет,
Он, кстати, и ревнивый, и очень, кстати, собственник, такой хозяйственный, да, в плане отношений. Только лишь с ним, только лишь как он скажет. Он имеет право критиковать, высказывать свою точку зрения, а вы типа должны молчать и слушать. Да, если вы что-то высказываете, он очень болезненно это все воспринимает. Да, даже какие-то, знаете, выдвигает требования. Кому-то, я вижу, мужчина выдвигает требования, что типа моя женщина, ты меня слушайся. Да, я по-другому не терплю, да, я же мужик. Вот. Но такое немножко как детское даже поведение. Либо вы списываете на детское поведение. Вы думаете, да, дурачок, ничего, со мной поживешь, по-другому запоешь, да, я тебя перенастрою. Но вы молодец, вы правильно с ним поступаете. Вы его, может быть, не совсем понимаете, но вы хорошо его чувствуете. Вот прям чувствуете. Вы чувствуете его настроение. Вы, знаете, как интуитивным образом можете предсказывать, да, что с ним будет, получится у него, не получится, выгорит, не выгорит дело. Многие девочки, кстати, мужчине пытаются помогать. Часто вы его этим вводите в ступор. Он думает, кто она? Кто она? Ведьма, либо святая, да, пророк. Как она может это все просчитывать? Как она может это все знать? Почему ее слова сбываются? Почему? Вот, он даже не знает, как правильно к этому относиться. Вот, но он за это вас уважает. Действительно уважает. Вообще очень разные. Я не знаю, как вы сошлись. Вы очень разные. Вы спокойная, вы уравновешенная. Вы все удары судьбы переносите стойко. Да? Вот вас невозможно там ни нагнуть, ни согнуть, ни опрокинуть. Вы вот прям... Сила и мощь, да, ваш стержень, он не позволяет вам надломиться, либо перед чем-то спасовать. А вот мужчинка ваш нет. Любой там ветерок и все, и он уже к земле поклонился. Вот, он не боец. Девочки, простите, но он не боец. Вы боец, вы даже не боец, вы командир. Командир в юбке. А он нет. Он нет, он не боец. Да, так иногда бывает. Это не значит, что он какой-то не такой. Все люди разные. Кто посильнее, кто послабее. Кстати, возможно, по этой причине вас в пару и свели. Да, сильная женщина и слабенький мужчина. Вот. Иногда бывает наоборот, когда сильный мужчина и слабенькая женщина. Вы, наверное, такие примеры тоже видели. Вот, да. Это взаимовыручка. Да. Ваша пара, она именно вот взаимодополняемая. Так, отношения. Какие отношения? Ну, если бы он был поспокойнее, девочки, если бы немножко он был поспокойнее, то все бы было просто идеально. Вот честно вам говорю, просто идеально. Здесь, знаете, вам дали кусочек глины и сказали, работай над ней. Сделай творение, сделай шедевр. Понятно, что шедевр за несколько дней не получится сделать, то есть здесь нужно будет потратить время, и вы это время будете тратить. Почему? Потому что вы его любите. Вот вы его любите по-настоящему, здесь 100%. Вы просто влюбились, ну, может, и не с первого взгляда, но со второго точно. По крайней мере, с первого взгляда вы все про него поняли. Вы поняли, что он очень откликается в вашем сердце, и что-то родное, прям родное, близкое, свое. Вот что вы к нему почувствовали. Кстати, очень сильная у вас интуиция, девочки, очень сильная. Если бы вы больше опирались на свою интуицию, поверьте, жизнь бы была намного легче. Так, что касается его чувств, ну, он как весенний ветер, понимаете, он живет этими эмоциями, ему нужны эмоции прям такие свежие, ядреные. Вот, он любит ходить на грани, да, на лезвии ножа он любит ходить, вот щекотать себе нервы любит, я уже говорила, да, адреналинозависимый человек. Вот к вам, конечно же, горит очень сильно. Это чувство, страсть, обладание, покорить, добиться, сделать своей. И при этом, конечно, есть и более спокойные чувства, вот чувство наслаждения. Вот с вами он действительно наслаждается, с вами он может расслабиться, с вами он может на какие-то доли секунды позволить себе быть таким, как он есть. Понимаете, доли секунды, пока да, пока так, но возможно в будущем все поменяется. Вот он успокоится под вашим влиянием, при вашем воспитании и воздействии, ну и станет сам собой, научится получать удовольствие от жизни. Не от адреналиновых вот этих вспышек, а от спокойной, размеренной жизни с любимым человеком.
Так, когда вы встретились, вот его первое, да, ощущение от вас, это, конечно, безумный интерес, безумное влечение. Влечение именно вот страсти, именно желание обладать, желание, не знаю, прикоснуться. Ну, если сказать грубо, да, схватить вас на плечо и куда-нибудь бежать с вами в лес, подальше от людских глаз. Да, вот такие желания. Сейчас, в данный период времени, я вижу, что любовь зарождается. Она зарождается, она в нем прорастает. Он для себя еще не сформулировал до конца, что же это такое, что меня так беспокоит, что там у меня в сердце ёкает и порхает. Но, тем не менее, это любовь. Возможно, это первая любовь. Даже если мужчина у вас и возрастной, возможно, первый раз человек влюбился за всю свою жизнь. Вот. Да, так бывает. Многие люди всю жизнь живут и никогда не любил человека, и не знают, что это такое. Вот. Вашему повезло. Любовь пришла. Любовь это будет в нем расцветать все ярче и ярче, все сильнее и сильнее. Это любовь к вам заставит его поменяться, не даст ему пропасть, не даст ему, ну совсем уже, не знаю, на этом адреналине поехать. Нет, вы его как будто бы выдернете из этой адреналиновой зависимости, воспитаете, поддержите и сделаете из него приличного человека. Вернее, любовь к вам, да. Любовь к вам сотворит чудо. Что касается другой женщины. Смотрите, если это другая женщина, если это ваша соперница, но тут про чувства речь не идет. Здесь речь идет все-таки про выбор. Возможно, она что-то про него знает, либо, возможно, она может на него влиять, либо он как будто бы в зависимости от нее. Понимаете, так тоже может быть. Это желание не потерять все и сразу. Это желание сохраниться в том состоянии, в котором он находится сейчас, да, либо сохранить там имущество, деньги, допустим. Вот. Не нажить себе каких-то дополнительных проблем. Ему хочется с этой женщиной, ну, либо как-то полюбовно расстаться, да, ну, не друзьями, конечно же, а вот спокойно, да, просто разойтись, как говорится, в море корабли, да, разошлись, без каких-то там громких соприкосновений, ссор и выяснения отношений. Я не знаю, может быть, она его в кармане у себя держит, может, у нее какие-то связи, либо семья у нее какая-нибудь там бандитская, да. Вот, и она ему говорит: тут попробуй только от меня уйти. Вот сразу тебя там в бараний рог и куда-нибудь там в лес завезут. Вот, либо я там разрушу твой бизнес, я разрушу твою карьеру. Там, я на тебя там заявление напишу, да, в чем-нибудь тебя обвиню. Да? Ну, такие женщины тоже есть. И вот он от нее, вернее, получается зависимый. Бесит она его, конечно, очень сильно. Но как выйти из этой зависимости? Но он либо не видит, либо еще не понимает. Но он над этим работает. Если это мама, ну тут понятно, как бы маму он любит. Мама умеет и знает, как играть на его чувства. Кстати, мама, скорее всего, эту адреналиновую зависимость в нем и взрастила. Да, подсадила его на этот адреналин. С мамой, конечно, будет посложнее, девочки, посложнее. Она очень эгоистичная женщина. И вот какая бы вы ни были, да, вот какая бы вы ни были, вот прям самая спокойная, идеальная, не знаю, там, добродушная, безобидная, ничего не просящая, ни в чем не нуждающаяся женщина, все равно бы она вас не взлюбила. Вы ей конкурентка, понимаете? Конкурентов она не терпит. Вот. Здесь только лишь расстояние, причем чем дальше, тем лучше, это только может помочь. И то, смотрите, как был бы ваш мужчинка более такой, ну, решительный, наверное, да, либо больше бы ответственности на себе брал, было бы намного проще, намного легче. Так, у кого соперницей выходит работа, это может быть как и его бизнес, либо действительно его какие-то обязанности по работе. Здесь вообще переживать не стоит. Девочки, с работой он вопрос решит 100%. Единственное, что может быть какое-то время из-за работы вы не сможете более плотно общаться.
Но, тем не менее, вопрос он этот решит. Хуже всего, девочки, хуже всего даже не соперница, а именно ревнивая мама. Вот это самый худший вариант. Здесь нужно, конечно, разбираться, здесь нужно искать возможные и невозможные, придумывать варианты, как его увести из этого треугольника, да, как ослабить это влияние мамы. Конечно, девочки, правильно, когда ребенок любит свою маму, когда мама любит ребенка, это все правильно, так и должно быть, естественно. Но когда идет такой жуткий эгоизм, когда женщина не желает счастья своему ребенку, а желает себе какой-то спокойной, размеренной жизни, но это неправильно. Высшие силы против этого, чтобы вы понимали. И если вы мама и у вас есть сын, помните об этом. Самое главное, чтобы ваш ребенок был счастливым. Да, привязывать к себе детей не стоит. Так, ну вот прям показали эту соперницу. Значит, это намного важнее, чем то, что он к вам чувствует. Хотя, я уже сказала, да, это любовь, которая в нем буйным цветом цветет. И это лишь только начало, только начало. Вот с соперницей вам нужно разобраться, что бы это ни было. Действительно соперница, мама, либо работа. Вот на это нужно обращать внимание. Так, что ждет вас в будущем с ним? Ну, во-первых, вы будете над ним работать, да, над мужчиной, над его психикой, над его характером и над вашими отношениями. Именно вы, женщина, будете работать, будете в него вкладываться, будете его воспитывать, за собой тянуть, ну, всячески ему по жизни помогать. Так, по поводу соперниц, да, все-таки я бы вам советовала молитвы читать, молитвы, псалмы, вот есть специальные, которые помогают и улучшают обстановку, убирают помехи в отношениях. Возможно, я чуть позже сделаю отдельную отсыпку на соперниц и отдельную отсыпку на мам ревнивых, да, будем разбираться, но это будет немного попозже. Сейчас, к сожалению, времени у меня нет. Так, будущее у вас хорошее. У вас в будущем стоит единичка. Вот она, видите, единичка большая. И у вас, видите, голубь. Такой огромный голубь крылья раскинул. Это тоже очень хороший знак. Высшие силы вас не случайно в пару свели. Не случайно. Я уже говорила, да, вы очень разные, и вы друг друга очень хорошо дополняете. Вот. Вы должны быть вместе, и вместе вы будете. Тут вам высшие обещают полное содействие и покровительство вот для вас, для вашей пары, для вашей любви. Чувства сильные, они будут крепнуть. У мужчины так это 100%, ну а вы уже любите. Вы уже любите. Это очень хорошо. Здесь будет продолжение, и продолжение очень яркое. И у большинства отыграется, что очень-очень счастливое. Вот так, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.